Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Прежде всего, нам хотелось бы узнать о вашем детстве. Где вы росли? Кто ваши родители? Какие самые яркие воспоминания о вашем детстве? Ну, я родился в Ауральском районе, Республика Башкортостан, в деревне или хутор Ермолаевка, в деревне Кузьмалнике. Ну, я в школу ходил первое время, 4 класса кончил, это Чалаткане. Потом я в 1942 году кончил 7 классов, это деревня Чув-Карбалы. Ну, впоследствии, перед тем в армии, вот, маленько работал полевическим бригадиром деревни хутора Ермолаевки. Вы были призваны в юном возрасте. Каково было попасть молодым на войну? Ну, я тогда не думал, я молодой был, никак не мог быть. Куда послали, туда послал. Попал я уже. Ну, я и думал, я был связистом, кабель таскать. Ну, вот я кабель таскал. Мне уже призвали в армии в ноябре 1943 года. Ну, вот я попал теперь в Каргалы, перед Оренбургом. Вот я попал в 19-й отдельный полк связи, связистом. Это мы были в феврале, нас пешком, оттуда Оренбург, или раньше Чкалов назывался, там 25 километров пешком. Потом на этом Оренбурга нас опять посадили, там уже в пассажирском поезде, до станции Кувандык. В Кувандыке мы были так в июне месяце. Вот с июня месяца нас там уже тоже там занятия были, конечно, потом для себя это нет, мы там земляки жили. Вы можете рассказать о своем боевом крещении? Уже после Киева я начал уже непосредственной военной действия уже. Так это со Львовом уже, это Сибирская плацдарма. Вот, в Сибирском плацдарме я начал уже непосредственно воевать. Я был связистом, я попал так, Первый Украинский фронт, 3-й квартет танковой армии, 69-й Матросский полк, 3-й батальон морской связи. Какие самые запоминающиеся моменты вы можете назвать? Всякие моменты были, и под мешок попали с этой стороны немцы, со стороны немцы, туда километра 4 туда. Тупик, нас маленько прижали, конечно, нас пришлось немного отступить. Потом наши, конечно, много там погибло, ранили. Вот, дальше назад, потом нас маленько там пообедали, потом нас опять вдоль фронта, и как будто там, вот я танки подпал, вдоль фронта километров 200, наверное, вдоль фронта уже, Польша уже. Вот. Вы участвовали в боевых операциях за рубежом. За операции освобождения Праги и взятие Берлина вы награждены медалями. Расскажите подробнее о них. Ну как, война кончилась, меня наградили. Вот до этого мне наград не было. Вот это боевые слуги, потом это взятие Берлина, это победа Германии, взятие Берлина, освобождение Праги. Потом мне польская медаль есть за победу и независимость. Ну, мне уже Краково настали, под Краково уже меня ранило. Потом я вместе пролежал, это самый госпиталь, я в Польше жить, забыл уже какое место. Вот. Ну и потом опять нас пришли, оттуда свои части, были свои армейские госпитали, свои представители пришли, и меня опять туда в свою часть. Ну и потом опять наши, ну там все-таки только не было, конечно. Такие моменты были. Вот. В одной низкой местности, там у них это танки, машины, там всякие такие техники было. Вот. Наши там 3 батареи было, они на машине возили, это батареи. Сколько метров, 76 метров, что ли. На этой так, нас передней колонны побили. Потом это задний, средний, и они уже никуда не могут, туда-сюда. Мы туда подошли уже,
Вот мне еще есть благодарность от Верховного Головатора и Иосиф Сталина. Вот мне благодарность есть. Да, Берлином, Дрезденом, за Праги. Вот, за взятие вот Германии, Берлина, Дрезден и Праги. Вот мне благодарность Сталина. Каким вы запомнили День Победы? Конечно, там победы уже Чехословакии были, тоже там уже часов, наверное, во сколько утром, встретим победа, и кто спал, кто не спал, встали, там это прямо Чехословакия, и стреляли вверх со всех видов оружия, все, радостью, и исчезла, и шапки кидали. Сколько раз вы были ранены? При каких обстоятельствах это было? Я 2 раза раненый. Ну, Краков меня ранило. Ну, там у нас темно были, уже Краков, уже, ну, там артиллерийский, там темно уже, ночью было, меня ранило в руку. Кипел, как каша, с той стороны, потом и качуши были там, вот, все так, все кипел, себя горел. И под повёршкой был. Сейчас многие юноши не хотят идти в армию. Что вы скажете по этому поводу? Жаль, что не пойдут. Жаль, они пойдут. Я, например, я ничего не жалею. 7 лет служил. Не срочно, и ничего. Вроде, как один день прошел, где-то 7 лет. Войну прошел. Это жаль, что не идут. Они придут мужественными, там закаляют на все. Такая, думаю. Они жаль, что отдельно. Я бы сейчас пошел бы. Только не берут. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.